Здравствуйте! Сегодня пятница, 6 апреля, и в студии Ассоль Мухамедзянова и Рустем Каримулин. Да, и сегодня пятница, прекрасное весеннее утро, настроение отличное, чего мы и вам желаем. Сегодня вас ждет много интересных тем, гостей. Напоминаем, что в воскресенье Пасха, и об этом тоже поговорим. Итак, давайте начнем нашу программу. Встречаем светлую Пасху. Как украсить стол и соблюсти традиции. Приятного аппетита! Куриный салат к праздничному столу. Чтение с увлечением. Интервью с популярной писательницей Марией Метлицкой. Начинаем мы нашу программу с сюжета о детях, которые играют на очень необычных инструментах. Давайте посмотрим вместе наш сюжет. В век компьютерной технологии в повседневной жизни все реже звучит русская народная музыка. Да и деревянные ложки стали просто сувениром. А вот воспитанникам одного казанского детского сада повезло. Они играют в ансамбле ложкарей. Почему именно ложки? Потому что это самый простейший ударный инструмент русского народа, скажем, да. Это самобытность русского народа и следование традициям. Поэтому мы создали в нашем детском саду ансамбль ложкарей. И удачно выступаем уже много лет и на утренниках, каждый утренник. Сначала играли в свое удовольствие, а затем решили поучаствовать в конкурсе. В апреле месяце у нас был городской фольклорный конкурс «Апрельские проталинки». И наш ансамбль занял второе место по городу. И мы очень рады, что воспитываем детей именно народным, с помощью фольклора. А пока дошкольники знакомят со своим творчеством родителей во время утренников и даже играют иногда вместе со взрослыми. Вот для русского народа у нас есть вот такие трещоточки. Это истоки, поэтому дети, наверное, с малых лет слушают музыку народную, поэтому вот... И вообще творчество развивает. Мы-то нацелены на то, чтобы развивать творческую личность. И всегда выступления детей зрители встречают на ура, потому что русская народная музыка не оставляет равнодушными никого. А сейчас заниматься игрой на ложках захотела и младшая группа воспитанников этого детского сада. Доброе утро! Мы продолжаем, и начали мы программу сюжета о маленьких ложкарях. И в нашей студии продолжатель народных традиций, правда, в художественном ремесле, художник Александр Иванов. Здравствуйте! Доброе утро, Александр Андреевич! В музее открылась ваша юбилейная выставка. Что там представлено? Расскажите, пожалуйста. Там это моя чеканная работа. Я этим искусством занимаюсь уже 44 года, только этим. Чеканкой? Да. Вот как началось ваше увлечение чеканкой? Расскажите, пожалуйста. Первый раз я увидел чеканку, как делается в армии. Как-то вот интересно стало. Где это было? Я служил в армии в Байконуре, где ракеты пускают. Там был сам это... И у нас работал в части художник. Он небольшие работы, делал чеканки из серебра. И отправлял домой. Прекрасно. И вас привлек, да? Нет, я просто видел, смотрел, я еще так не смел так подойти, но у меня внутри это сидело, наверное, это с детства. Я приехал из армии и познакомился с художником Арчошвили. Это грузин, мы его звали татарский грузин. И они занимались у себя в мастерской разными там оформительскими работами и чеканками. Я увидел, как говорится, задрожал и остался там. Вот так вот. И на 44 года, да? Да, 44 года. Работаю только этим, занимаюсь. Удивительно. Вы помните свою первую работу? Что это было? Это первые работы были по эскизам, по его эскизам, небольшие работы, там, такие кустарного типа. Да. Ну, а сейчас уже, наверное, что-то там грандиозное. Вот ваша любимая тематика? У меня любимая тематика Татарстан. Татарские народные сказки, Габдулла Тукай и такие. Да.
У нас есть несколько ваших работ. Давайте вместе с вами посмотрим. Так. Да, и Ой, насколько нам это- известно, вот, как вы и сказали уже, тематика Татарстан, и здесь... Да, это Габдулла Сказка Тукай. Габдуллы Тукая. У меня 3 работы по Габдуллу Тукаю, 3 работы, значит, вот это Это же коза и баран. произведение Тукай. искусства, да? Это? Вот сколько по времени занимает вот вообще вот Примерно- на одну работу? Сколько времени? Ну, уходит? небольшие работы, 60 на 60, скажем, примерно 3 месяца. Только этим. Это удивительно. Вот дома этим занимаетесь? Нет, у меня я переехал недавно, 4 месяца назад в Казань. Сейчас вот снимаю, это А откуда вы мастерское. приехали? Из Нижнекамска. Из Нижнекамска. Да. Расскажите, пожалуйста, у вас есть вот ученики, последователи этого редкого сейчас ремесла? Я работаю 44 год только один, учеников нет. Но очень хотел, чтобы оставить после себя, потому что Конечно. в Татарстане чеканное искусство уже нет вообще. Россия только на таком уровне, на бытовом, как говорится, уровне только. Но я вот уверена, что найдутся ученики, которые захотят продолжить вот это, я не побоюсь этого слова, великолепное просто дело, но мне кажется, это настолько вот труд такой, это же каждый вот это все... Труд огромный, титанический. Но у меня постоянно, регулярно приходят ребята, учите нас, возьмите нас. Но это поднять надо вопрос на республиканском уровне. Да. Просто Мы с вами так полностью это согласны. невозможно. А вот какие у вас планы на будущее? Какие-то вот, может быть, какой-то вот Творческие ваши творческий планы, да? процесс сейчас уже у вас какой-то Ну, у происходит? меня замыслов много, идей много, и работаю дни и ночи. Вот я в Казани работаю 14-15 часов в день. Это включая все праздники, субботу, воскресенье. Надо же. А у себя в Нижнекамске работал 15-16. Дело всей жизни, да? И Да, вот вы даже это- сейчас, наверное, после эфира пойдете и сразу вот... Да, ну на к любимому- работу, к на работу любимому делу, да? сразу бегом. Это удивительно. Спасибо вам огромное, что пришли к нам. Творческих вам успехов и почитателей вашего труда. И действительно, я уверена, что все же найдется тот самый, пусть один, но тот самый ученик, который Талантливый ученик, продолжит. который захватит, так сказать, ваше ремесло и понесет его дальше. Дорогие друзья, если вы захотите посмотреть повтор нашей программы, ищите нас на сайте www.tnv.ru. Также мы есть в YouTube, в Instagram и ВКонтакте. Подписывайтесь на нас, оставляйте свои заметки, пожелания, задавайте вопросы, и мы обязательно на них ответим в последующих наших программах. Здравствуйте, мы продолжаем. И сейчас информация для всех, кто верит в гороскопы. Овны, сегодня доверьтесь судьбе, принимайте все достойно и спокойно. В любовной сфере вас ожидают переживания, поэтому за эмоциями необходимо следить, иначе любой разговор закончится жуткой ссорой. Тельцы, у вас обострение ситуации в доме, но интуиция подскажет вам, как вести себя с родственниками. Главное, не выдвигайте свои требования и никого не критикуйте. Никого не критиковать, правильно. Близнецы, если прекратите идти на поводу у иллюзий, то многого добьетесь, особенно в финансовой сфере. Здесь важна не только точность в подсчетах, но и хитрые уловки, чтобы обойти конкурентов и получить прибыль. Вечером вас ожидает интересное знакомство. Как хорошо, в пятницу вечером. Раки – это благоприятный день для занятий йогой, спортом и посещения бассейна. Ну а в любви у вас все как в красивом романе, искренне и чувственно. Сегодня у Льва созреет грандиозный план, как достичь целей без ущерба для финансов и собственного здоровья. Кстати, за самочувствием проследить не мешает, особенно если скачет давление и болит голова. Многие львы сегодня будут часто вспоминать о прошлой любви. Гороскоп предсказывает Деве напряженный день, ведь придется выполнять работу за других людей. В общении не стоит преследовать личные интересы, иначе вас быстро раскусят и уличат в лицемерии. А мы продолжаем время рубрики, которая напоминает: весна – лучшее время, чтобы привести себя в форму. Руслан, вот смотришь на спортсменов, которые занимаются греблей, такое чувство, что они это делают так легко, а ведь на самом деле это не так. У гребли есть свои нюансы. Да, действительно, в этом упражнении есть особые приемы, техника и так далее, для того, чтобы облегчить именно задачу себе. Например,
Давай сейчас представим, что мы будем плыть на длинную дистанцию. Представлять я люблю. Давай. Там состоит именно упражнение из нескольких фаз. Подкатываемся к тренажеру. Дальше толкаемся ногами, подтягиваем к себе. И здесь у нас начинается фаза отдыха. То есть мы можем несколько секунд посидеть в конечной точке и плюс спокойно возвращаемся, тоже отдых. Потом опять делаем сильный толчок. Спокойно подкатываемся. Опять рывок. Спокойно подкатываемся. Вот в таком режиме мы можем проплыть достаточно долго, потому что у нас время отдыха хватает. Руслан, ну и давай напомним нашим телезрителям, какие мышцы работают при гребле. В данном упражнении у нас полностью задействовано все тело. Но конкретно толкаться мы будем ногами задней поверхностью бедра, передней поверхностью бедра, ягодицы. Руки. Руки обязательно и спина. Это то, что как раз тянет весь рычаг на себя. Ну и пресс. Пресс, он у нас всегда втянут и напряжен. В общем, работают все группы мышц. То есть гребля – это еще и отличное кардио. Все верно. При помощи данного устройства мы можем очень хорошо скинуть лишний вес. Солнце, море, лодка, пляж. Ты что, расслабилась? У нас впереди ускорение. Погнали. Давай, 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 давай. Помечтать не дают, ей-богу. Да, я тоже представила себя на море, в лодке, качает Лейла на веслах. Да, все правильно. Главное держать себя в форме, чтобы когда ты сел в лодку, все-таки были силы грести. Да. Это тоже важно. Мы продолжаем, и сейчас поговорим о том, что уже в это воскресенье, 8 апреля, православный мир встретит Пасху. Заканчивается самый главный, самый строгий пост, Великий. Время подумать о том, как встречать светлый весенний праздник. Для того, чтобы приклеить дрожжи к веткам, нам понадобится клеевой пистолет. Эта идея очень проста, но она отлично украсит ваш праздничный стол. Для покраски яиц мы выбрали традиционный способ с использованием пищевых красителей, уксуса и горячей воды. Погрузите яйца в раствор и оставьте их на 5 минут. Следующим элементом декора пасхального стола будет венок. Для этого мы используем сизаль и натуральные ветки. Салфетки тоже могут быть отличным элементом декора. Сложите салфетку 2 раза горизонтально пополам, краями вверх. От середины оба конца салфетки заложите по диагонали наверх. Внешний угол по диагонали сложите в сторону середины.
Правый и левый углы снова сложите в сторону середины. Нижний угол салфетки от самого широкого места отогните наверх. Завяжите веревку и расправьте уши зайчику. Эти простые идеи украсят пасхальный стол и поднимут настроение вашим близким. Доброе утро. Мы продолжаем. В нашей студии очередной гость. Это игумен Ефимий, первый проректор Казанской духовной семинарии. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро, ваше высокопреподобие. Скажите, вот мы сейчас в сюжете увидели некоторые пасхальные традиции. Давайте напомним нашим зрителям их значение. Что символизируют крашеные яйца? Крашеные яйца символизируют воскресение Иисуса Христа. Собственно, то событие, которому и посвящен праздник Пасхи, воспоминанию которого этот праздник посвящен. И вот сегодня как раз Великая Пятница, сегодня самый такой строгий, скорбный день церковного года, когда верующие вспоминают распятие на кресте Иисуса Христа. И, собственно говоря, вот на третий день после этого события, воскресенья, будет и праздноваться Пасха Господня, победа Христа над смертью, воскресение из мертвых. И как раз-таки яйцо является символом вот этого священного воспоминания. Да, вот сегодня Страстная Пятница, как вы уже сказали, а вот что важно верующему человеку сделать именно сегодня? Вот вы сказали, вспоминать о усопших, да, своих родственников, да, или... Нет, я этого не сказал, кстати сказать, да. Сегодня как раз-таки, по традиции у нас многие готовятся к Пасхе и считают главным в данном случае такую внешнюю сторону подготовления. Значит, пекут куличи, красят яйца, творожные пасхи делают и так далее. Но вообще говоря, конечно, для верующего человека это очень важный, может быть, самый важный день в году, когда нужно, в общем-то, больше сосредоточиться на своем внутреннем духовном состоянии, вспомнить те священные события, которые сегодня церковь воспоминает. Сегодня напомню, что для наших православных телезрителей, что день самого строгого поста. Поэтому в первую очередь нужно сосредоточиться на таком внутреннем делании, внутреннем очищении, воспоминании спасительных страданий Иисуса Христа. Вот в чем главный смысл Пасхи? Самый главный. А смысл именно в этом. В том, что христианство благодаря вот этой победе Христа над смертью открывает путь для каждого верующего, для каждого православного человека быть воскресшим вместе со Христом. То есть это праздник победы жизни над смертью. Потому что смерть – это неизбежность для каждого человека, верующего или неверующего. Каждый из нас с ней столкнется, причем мы не знаем, когда это произойдет. И поэтому у каждого человека в душе присутствует какой-то такой часто неосознанный страх перед смертью. Но когда мы понимаем, что Господь смерть победил своим воскресением, конечно, это открывает перед нами огромную перспективу не только в этой жизни, но и в жизни вечной. Да. Так что это главный смысл содержания праздника Пасхи. Но в пятницу, в воскресенье многие соблюдают обычно внешние обряды, да, как уже сказали, пекут, покупают куличи, пекут сами, красят яйца. А вот что самое главное стоит сделать человеку в этот светлый праздник? В первую очередь прийти в храм. Сегодня множество богослужений совершается в православных храмах. Утром, как раз, когда идет наша с вами передача, во многих храмах совершаются богослужения, которые называются «Царские часы», когда как раз читаются отрывки из Священного Писания, посвященные страданиям Спасителя. Потом днем будет совершаться торжественная вечерня с чином выноса плащаницы. То есть это
это богослужение, которое символизирует положение Христа в гроб. Вечером также уже будет совершаться богослужение Великой Субботы. Вот Великая Суббота – это день, когда Господь находится в гробе. Это вообще-то день тишины и молчания. Вот у нас традиционно считается, что Великая Суббота наполнена такой предпраздничной суетой, Да. а вообще-то это день тишины и молчания. И духовных размышлений, духовного сопереживания вот этому великому событию, которое совершил Христос. Вот, так что тут есть народная традиция, церковь ее не отвергает, но все-таки призывает своих чад, своих последователей к тому, что от внешнего нужно стремиться к внутреннему. Да. От внешнего к духовному. Ну, вот сейчас у вас есть возможность поздравить всех наших телезрителей вот с наступающим праздником Светлой Пасхи. Я всех сердечно поздравляю. Пока что не могу сказать те слова, которые ждут каждый православный христианин. Они будут сказаны завтра вечером, перед началом крестного хода. Но могу пожелать всем достойно подготовиться к встрече этого праздника, потому что это самые священные дни в течение всего года. И я могу так сказать, что от того, как ты встретишь Пасху Господню, во многом будет зависеть от того, как сложится, так сказать, дальнейшая твоя жизнь. Спасибо вам большое. Мы вас с наступающим, конечно же, праздником Пасхи поздравляем. Да, я вас тоже Это поздравляю. была очень интересная и занимательная беседа. Спасибо большое, Спасибо. ваше Всего высокоподобие. И мы сейчас также предлагаем нашим телезрителям ознакомиться с афишей программ телеканала ТНВ. Фрау Кернер, я не могу к нему пойти. С какой стати? Я боюсь господина Хипке. Ты что вообразила? Ты думаешь, что ему что-то от тебя нужно? Смешно. Иди и не смей возражать. Сестры узнают о гибели матери. В Германии к Мусе проявляет недвусмысленный интерес полковник Хипке. Сын Кернера привязывается к русской служанке. Но вскоре происходит случай, который изменит ее жизнь. Я вернусь. Смотрите сегодня в 12:00. Обзор культурных событий города, яркие премьеры и люди, без которых немыслима творческая жизнь Казани. Сегодня в выпуске. Под прозрачным льдом глазури. Изысканный и раритетный фарфор представлен на уникальной выставке в Кремле. Искусство смычка. В нашем городе прошел традиционный музыкальный фестиваль. ДК смотрите на ТНВ в 14:15. Не бойтесь, это же добровольно. Вашей седине ничего не грозит. Хорошо, что им не требуются наши зубы. Простите, я, наверное, заставила вас вспомнить о чем-то дурном и страшном. Да нет, ничего, все в порядке. Простите, а зачем им эти волосы? Для париков, конечно. История отношений молодой актрисы и инженера, прошедшего войну. Какова она, любовь вопреки, на чем строится родство душ и можно ли вернуть прошлое? Алексей Баталов и Лариса Лупиан в фильме о сложном выборе. Поздняя встреча сегодня в 21:00. Даниор уже готов выйти на связь с нашей студией, и наверняка он сегодня порадует нас хорошим прогнозом погоды. Ты заметил, как ярко светит солнце? Да, я надеюсь, что сейчас такой же яркий будет прогноз, и вся погода целый день будет именно такая же. Даниор, привет, привет! Привет, ребят! Всем здравствуйте, доброе утро! Я, как обычно, с самого раннего утра выбираюсь на улицу, чтобы рассказать вам о погоде в Казани здесь и сейчас. Я умею сочетать приятное с полезным, именно поэтому я решил принять солнечные ванны. Но перед тем, как я расскажу вам о погоде, я хочу рассказать вам пару интересных народных примет, которые связаны именно с этим днем. Итак, сегодня 6 апреля, и в старину в этот день было уже достаточно тепло, снега таяли, именно поэтому люди старались уже на санях своих никуда не выезжать. Их нужно было высушить, вычистить и убрать подальше до следующего года. А крестьяне в этот день тоже убирали свои зимние вещи, но перед этим
они окуривали их можжевельником. По древним верованиям это помогало от сглаза. Ну а теперь о погоде в Казани. Сегодня температура воздуха днем составит плюс 2 градуса, вечером будет около 0. Переменная облачность с прояснениями. У меня на этом все. Всем отличного настроения, друзья. Грейте себя и своих близких. Пока-пока. Спасибо, Даниёр. И еще так хочется сказать, солнышко, грей нас всех вместе взятых. Да, мы уже, наверное, все уже заметили, что мало стало всего. И льда, и снега, все тает. И самое главное, уже сухой и везде чистый асфальт. Все классно. Вот и реклама будет недолгой, а после нее вы узнаете, как приготовить оригинальный куриный салат с виноградом. И что посмотреть в кинотеатрах в эти выходные. Ждите, мы скоро вернемся. Здравствуйте, наша программа продолжается. И сейчас мы расскажем о премьерах, которые вы можете посмотреть в кинотеатрах уже в эти выходные. На этот раз фильмы будут на любой вкус. Смотрим. Начнем обзор киноновинок с картины «Гоголь Вий». Эти два слова вполне себе раскрывают сюжет. История Николая Васильевича и на этот раз история произведения «Вий». Покажите мне человека, кто не знает этот сюжет. Если вам не понравилась первая часть «Гоголь. Начало», не понравится «Гоголь Вий», то в августе выйдет еще и третий фильм «Гоголь. Страшная месть». Хитро выдуманный маркетинговый план – использовать такое имя в коммерческих целях. А велика ли художественная ценность? Вы это можете оценить в выходные. Имя, звание? Меня зовут Хама Брут. По образованию богослов, по призванию экзорцист. Экзорцист? Ты? Что вас привело в Диканьку? Тоже мне. Охотник за нечистью. В пасхальные выходные фильм может быть актуальным, хотя не праздничным. Драма «Мария Магдалина». Отправляемся на 2000 лет назад и слушаем рассказ об одной из самых загадочных личностей в мировой истории. Бросив вызов предрассудкам своего времени, Мария оставляет близких и присоединяется к группе единомышленников, лидером которых является Иисус из Назарета. Не берусь оценить, насколько все точно и правильно с исторической точки зрения, поэтому будем считать так. Еще одна точка зрения на те события. И еще одна премьера, попроще, примитивнее, но зато боевик «Жажда смерти». Я люблю свою семью, но когда я был нужен им больше всего... 911, что случилось? Кто-то пытается проникнуть в мой дом, кажется, они уже здесь. Нет. Я не смог их защитить. Папа, где мама? Людей, что сделали это, не нашли. Вы ничего не можете сделать, я правильно понял? Если действительно хочешь защитить кого-нибудь... Я хочу купить пистолет. Сделай это сам. Если кто-то смотрел фильм «Ворошиловский стрелок», а таких, я думаю, много, то вы понимаете, о чем речь в нынешней премьере. Ровно такая же история. Мужчина начинает заниматься самосудом. Таких сюжетов множество. Создатели фильма, в общем-то, и не скрывают, что «Жажда смерти» 2018 года — это ремейк «Жажды смерти» 1974 года. Все честно. Фильм не войдет в топ-100 лучших картин человечества, но, возможно, затронет струны вашей души. На самом деле выбирать фильмы становится уже чем-то таким сложным, уже такой большой выбор, не знаешь, что именно тебе нравится. Хотя я бы выбрал фильмы с Брюсом Уиллисом, но по старой памяти. Он по-прежнему удивляет, супергерой, да. И крепкий орешек до сих пор. Да, его суперспособность — это его суперкулаки, вот и все. А мы продолжаем. Психологи не устают поражать нас своими изысканиями. На этот раз ученые из Квинслендского университета Австралии и Колумбийского университета США разбирались, с кем люди предпочитают делиться своими секретами. Интересно. Они исследовали 1000 человек, сфокусировавшись на 4 базовых личностных качествах. Вежливости, а именно стремление следовать общепринятым нормам, способности проявлять сочувствие, уверенности в себе и общительности. Оказалось, что вежливым и общительным редко доверяют тайны. Специалисты связывают это с тем, что такие люди кажутся недостаточно серьезными. А делясь секретами, человек подсознательно ждет помощи, поэтому выбирает уверенного в себе собеседника, который способен действовать в любых обстоятельствах. Вот так вот. Ну а мы в нашей программе секретов не имеем и делимся с вами очередным вкусным рецептом. На этот раз куриного салата с виноградом. Записываем.
Главный секрет этого куриного салата в заправке. Для ее приготовления вам понадобится 1 столовая ложка оливкового масла, 3 столовые ложки воды, соль, пол столовой ложки меда, 1 столовая ложка горчицы, 3 столовые ложки арахисового масла, 2 столовые ложки апельсинового сока. Для самого салата возьмите по 200 граммов куриного филе и винограда, пучок салата, по 50 граммов сыра, фета и миндаля, соль, перец, масло для жарки. Салат готовится порционно. Соедините все ингредиенты для заправки и хорошо взбейте блендером. Нарежьте салат и выложите на блюдо. Порежьте сыр кубиками и отправьте к салату. Также поступите с виноградом. Нарежьте курицу, обжарьте до готовности, положите на блюдо. Измельчите миндаль, посыпьте салат орехами и заправьте соусом. Приятного аппетита! Буйство красок, да? Вот весна, прям идет она, весна, Ну, как весне тебе дорогу. Оригинально и, наверное, очень вкусно. Надо попробовать. 100%. А сейчас в нашей программе время рубрики «Чтение с увлечением», но на этот раз в ней не будет привычного рассказа о книжных новинках. Сегодня вас ждет встреча с писательницей Марией Метлицкой. Ее настоящая фамилия Колесникова. Псевдоним выбран по фамилии бабушки. По профессии она врач, по духу романтик, по стилю реалист. Писать начала довольно поздно. Сначала стихи. Первый сборник вышел в 2003 году. Сегодня на ее счету уже 24 книги, несколько романов и более 100 рассказов и новелл. Вы помните все свои вещи? Знаете, конечно, я помню все свои вещи, но иногда я забываю название рассказа. Но рассказов точно не меньше 100, вы правы, может быть больше, но 25 книг. Из них романов может быть 5, да? Остальные все-таки рассказы или повести. И иногда мне задают вопрос, а в рассказе таком-то называют, я говорю, напомните мне имя героини, хотя бы я тут же вам все расскажу про это, да, потому что могу забыть название рассказа, ну что-то перепутать, да. Когда говорят писатель и говорят писательница, вы чувствуете разницу этих слов? Знаете, в слове писательница есть некое пренебрежение, я с вами согласна, да, но так как я человек компромиссный во многом, в чем-то, конечно, нет, и реальный, с юмором. Ну, я понимаю, может быть, это женский род. Может быть, писательница. Меня это не обижает. И у вас тема все-таки женская. Абсолютно. 100%. Я думаю, что 100%. Ну, общечеловеческая, но ориентирована на женщин. Женщина моя главная героиня. К мужчинам я отношусь снисходительно. Но это не значит, что я муж-ненавистница, потому что у меня сын, муж всю жизнь и внук. Все мужского пола. Но моя героиня все-таки женщина. Целенаправленно нет, но есть у меня несколько вещей, где все-таки герой мужчина. И когда вы начинаете писать, вы знаете, чем все закончится? Как правило, да. Дневник свекрови, экранизации. А что, по-вашему, лучше? Текст, по-вашему, именно, или все-таки кино? Знаете, это разные истории все-таки. Я не знала этого режиссера, который будет снимать. И подружилась с ним уже после того, я ему написала благодарственное письмо, после того, как он живет в Америке, этот режиссер, преподает там в школе телевидения, и мы стали большими друзьями, виртуальными. Мы не виделись еще ни разу, но действительно стали близкими людьми. Значит, что по поводу героини главное? То, что Женя Дмитриева, прекрасная, необыкновенная, попала в точку, по-моему, она везде попадает в точку, и я ей позвонила и выразила свою признательность, и она, в общем, немножко была удивлена, она говорит, первый раз автор мне звонит и благодарит.
Женя была прекрасна. Если бы мне сказали, вот какую ты видишь актрису в роли, я бы сказала, вот она, да. А то, что, понимаете, изменен формат, изменен, конечно, вот немножко, вот это не моя книга в том виде, да. Я понимаю, это другой бизнес, это другой формат, это другое вообще производство. И все мои эти историки, они не могли, наверное, вписать, вот, конечно. Но режиссер мне сказал, что он очень бился с редактором, чтобы максимально сохранить текст. Этого, конечно, не было. Там прилично все изменено, но фильм хороший, фильм достойный, поэтому я им довольна. Кого из коллег, писательниц, прежде всего, вы вот, ну, вот особенно выделяете? Я сейчас не о дружбе говорю, а о творчестве. Я понимаю. Да, Ну, на первом месте, конечно, это Людмила Евгеньевна Улицкая. Как я говорю, единственный живущий классик, на мой взгляд. Дину Рубину очень люблю, Марину Степнову вот из молодых, Ирину Муравьеву, которая писатель, а не которая актриса, однофамилицы, Екатеринбургскую Анну Матвееву. Ну, вообще сейчас, вы знаете, появился просто какой-то букет роскошный из женщин, пишущих. А можно так сказать, что над всеми ими и вами стоит Виктория Токарева? Или так сказать нельзя? Я не считаю так. Знаете, Виктория Токарева стоит отдельно, потому что это, как я ее называю, Виктория Самойловна, вы матриарх женской прозы. Она была одна тогда. Она первая, кто заговорил с нами на человеческом нашем языке в те годы, да, с юмором и все прочее, о любви, да. Она одна, она обособлена на своем пьедестале. Мы пришли все позже, кто-то может быть лучше ее, кто-то может быть серьезнее ее, но она одна, она неповторима, единственная. Наша программа продолжается, и сейчас мы встречаем нашу коллегу Камилу Хакимуллину. Она расскажет нам о событиях, которые произойдут в нашем городе сегодня и в выходные. Всем привет! Сегодня 6 апреля, и вновь с вами я, Камила Хакимуллина. В ближайшие минуты вы сможете окончательно определиться с планами на вечер. А начать я хочу с гостя, которым точно заинтересуется прекрасная половина нашего города. Заинтригованы? Тогда смотрим! Александр Рогов – большой интерактивный мастер-класс. Как не запутаться в многообразии модных трендов и остаться собой. На мастер-классе в Казани стилист расскажет о самых свежих тенденциях, о том, как самостоятельно создавать стильные современные образы за разумные деньги, о том, как проводить приятный и эффективный шопинг для того, чтобы выглядеть эффектно, о секретах стиля и интересных фишках при создании образов для различных типажей фигуры. Концерт группы «Сколот». Группа «Сколот» по праву именуется одной из лучших фолк-рок-команд России. Репертуар ее весьма разнообразен. От серьезной героической ратной тематики до веселых праздничных напевов. Это в первую очередь авторские вокально-инструментальные произведения, основанные на русском, скандинавском фольклорах, современном звучании, а также европейские инструментальные композиции. В Казани выступит Сергей Коренев, один из самых востребованных джазовых гитаристов Юга России, исполняющий джаз, фанк и соул. В 1992 году он провел полгода в Нью-Йорке, и именно в это время, окунувшись в музыкальную жизнь Большого Яблока, начал самостоятельно изучать джазовую игру на гитаре. Насыщенная получается пятница, но это еще не все. Продолжайте нас смотреть, ведь в следующих сюжетах вы узнаете, что предлагает наша рубрика для того, чтобы ваши выходные прошли не менее интересно. Ночью уснуть не могу никак, и пришел я на техно, чтоб найти тебя снова тут. Хлеб и диджей Барбара выступят в субботу в Казани. Участники «Хлеба» успешно самореализуются в нескольких амплуа, как видеоблогеры, продюсеры телесериалов, актеры и, конечно же, рэперы. Они беспощадно стебут модную трэш-культуру, пишут заставляющие ханжей с визгом затыкать уши тексты и снимают клипы, последний из которых, например, собрал 1 миллион просмотров за первые же сутки.
Концерт группы «Айова» в Корстоне. Базирующаяся в Петербурге и имеющая белорусские корни группа «Айова» несколько лет назад гремела на всю округу хитом «Улыбайся». Другие ее синглы тоже один за другим задавали тренды в русскоязычной популярной музыке. Не пропустите в эту субботу. Богатой на события выдалась неделя. Надеюсь, увидимся и на следующей. Ведь благодаря нашей рубрике каждый найдет себе занятие по душе. Всего вам доброго и прекрасных выходных. Насыщенные, получается, выходные, на самом деле. Вот выбирай. С концерта на концерт ходи. Конечно. Продолжаем. И продолжение астропрогноза прямо сейчас. Весы сегодня с головой уйдут в работу и финансовые проблемы. Поддержка понадобится в тех делах, которые вы только начали. Не стесняйтесь попросить о помощи. Гороскоп не обещает Скорпиону чудесного дня, ведь работать и бегать по делам предстоит с утра до вечера. Хотя в процессе всего этого есть шанс познакомиться с интересными людьми. Стрелец, если вы сегодня наметили для себя что-то новое, то лучше отмените. Все равно все пойдет не так, как нужно. Не стоит тратить силы, быть упрямцем и гнаться за иллюзиями. Понял? Ничего себе. Гороскоп предсказывает Козерогу спокойный и комфортный день, когда можно наконец-то расслабиться и посвятить время себе. Не суетитесь из-за тех неурядиц, которые вешают на вас близкие родственники. Постарайтесь деликатно намекнуть, что вам сегодня не до этого. Водолеи, сегодня вы тормозите на одном месте. В личной жизни у вас нет шансов возобновить то, что уже осталось в прошлом. Успокойтесь и не паникуйте, все неприятности временны. Гороскоп рекомендует рыбам искать новую информацию для реализации целей, иначе все останется так, как есть. Если рыбы с юмором подойдут к некоторым жизненным ситуациям, то окажутся на высоте. Вечер проведите в кругу семьи или с друзьями. В любом случае, всем представителям разных знаков мы желаем не унывать и верить во все хорошее, и все обязательно сбудется. Наша программа на этом завершается. Это все, что мы успели вам рассказать сегодня. А вот в понедельник наши коллеги вам также расскажут много интересного. А что именно, смотрите. Верный друг на всю жизнь. Как определить, какая собака вам подходит? На здоровье. Что такое макулодистрофия и кому она угрожает? Занимаемся ушу с детьми. Как выглядит веселый банан по-китайски? Это была очень насыщенная неделя, и всю неделю с вами были мы, Ассоль Мухамедянова и Рустем Каримулин. И самое главное, что наконец-то на этой неделе пришла весна. Наконец-то снег тает, наконец-то мы уже чувствуем вот это вот весеннее тепло. Всех православных с наступающим праздником Светлой Пасхи, мира и тепла вашим домам. Мы вас любим. До встречи на ТНВ. Всем пока.